В комитете правительства по малому бизнесу и предпринимательству сегодня многолюдно. Самые интересные и востребованные бизнес-проекты с начала этого года будут воплощаться в жизнь. Необходимые средства уже начали выдавать региональные отделения банков. Там, где предприниматели открыли свои лицевые счета, самые большие очереди. Нововведение этого года: гранты выдает именно банк при предъявлении договора, заключенного с комитетом. Тем самым ведомство выступает посредником, а не заинтересованным лицом. Нам интересно, чтобы не просто были какие-то программные мероприятия, и чтобы мы привлекли какие-то средства, и эти средства, значит, остались в республике, чтобы эти средства работали и приносили пользу. Польза какая в этом плане? Это польза в виде технологиях отчислений, которые идут в республику. Польза в том, что эти люди, помимо того, что получили, они создали рабочие места, они дальше развиваются, они дальше привлекают людей, они заключают договора. Свой салон красоты Зулихан Яхьяева открыла всего полгода назад. Вложила собственные средства, но их, конечно же, не хватило. Узнала о госпрограмме развития малого и среднего предпринимательства. От знакомых подала заявку, защитила свой бизнес-проект и сегодня пришла за договором. Таких счастливчиков, как она, если можно так выразиться, 738 человек. Всего за неполных 1,5 месяца предыдущего года было подано 1238 заявок. Мне в помещении надо сделать косметический ремонт. Там нужно кресло. Практически я вообще не ожидала, что будет такая сумма. Конечно, хотелось получить ту сумму, которую я уже рассчитала. 2 кресла, 2 зеркала, косметический ремонт. По поручению главы республики в 2014 году на развитие бизнеса средств было выделено в 2 раза больше. Чтобы избежать нецелевого использования, также был создан экспертный совет. Именно его сотрудники ежеквартально намерены проверять предпринимателей, получивших гранты. И если выяснится, что предприниматель не выполняет требования и пункты бизнес-плана, он будет обязан вернуть деньги в полном объеме, не избежать ему и штрафа. Непосредственно контролировать Душина, непосредственно жесткий контроль Душина. И Арча, Мадер Даха, глава требует от нас, чтобы эти деньги выделялись правильно и максимально эффективно. В ушедшем году индивидуальные предприниматели просили деньги в первую очередь на развитие сельского хозяйства, например, животноводства и овощеводства. Не обошли стороной такие интересные проекты, как 3D-принтеры, мобильные теплицы и даже модельное агентство. Представители экспертного совета надеются, таких необычных проектов в рамках следующего конкурса будет гораздо больше. Алевтина Банадыкова, Султан Умаров и Абубакар Абазов. Новости.